Завораживает чистый звук и переливы детских голосов. «Эх, дороги», «Темная ночь», «Майский вальс», «Ночь коротка». Песни военных лет звучат в исполнении хора мальчиков. Участники коллектива – ученики городских районных школ, всего около 50 человек. Послушать ребят в нотно-музыкальную библиотеку сегодня пришли взрослые и дети. Мне очень приятно то, что мои ровесники участвовали в этом концерте, то, что здесь были песни военных лет и то, что чтобы война больше не начиналась, мне бы этого очень сильно хотелось. Около 3 лет назад хор мальчиков в Северной Осетии появился по инициативе местной администрации. Теперь это высокопрофессиональный коллектив. Мальчишки в возрасте от 7 до 13 лет с удовольствием посещают занятия и поют не только классику, но и песни военных лет. К концерту, посвященному 70-летию Победы, ребята готовились около года. За это время разучили около 40 песен. Одна из любимых, по словам руководителя, песня «100-й гвардейский полк», написанная Цамазом Макоевым. Вот они, мои солдаты, вот они, мои матросы, и мы рады, что сегодня к нам пришли гости, ветераны, родители. Потом к нам еще пришла Ирина Сослановна Цгоева, которая стояла у истоков создания этого хора. Она была тогда начальником управления культуры. Мы этому очень радуемся. Мы где только не пели. И на параде Победы сейчас 100 мальчиков выходили на площадь. И на открытии, и на закрытии хореографического фестиваля «Танец дружбы». Но самый главный день у нас сегодня. Мы поем военные песни. Для того, чтобы исполнять такие песни, мало иметь хороший голос. Нужна душа. Дети пели с неподдельной искренностью. В республике растет достойное поколение, которое помнит и чтит подвиг ветеранов. Залина Губурова, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Thank you.